Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие мусульмане, сегодняшняя самая актуальная тема в сердцах, в головах, на языках мусульман, всех неравнодушных людей, это, конечно же, Палестина. Палестина – это священная земля мусульман. Была всегда такой и будет до судного дня. Никогда не поменяется статус этой земли, что она святыня, так как на ней Всевышний даровал появиться такой мечети, как Аль-Масджид Аль-Акса, дальняя мечеть. И эта мечеть, она приравнивается к мечети Аль-Масджид Аль-Харам, мечеть Мекки, и Аль-Масджиду Ан-Набави, и мечеть пророка, алейхиссалату вассалам, в Медине. Аллах Всевышний в Коране ясным аятом дал знать, что это мечеть мусульман, и что не только в ней, вокруг нее есть баракат. В суре Аль-Исра Аллах говорит: «Аста'иду биллах, субхана аллази асра би'абдихи лейлам мин аль-масджид аль-харам иля аль-масджид аль-акса аллази баракна хауляху линурияху мин аятина иннаху хуа ас-сами'у аль-басир». Что означает: воистину Всевышний Аллах, который превыше всех недостатков, которому нету подобия и равного, Он даровал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, в ту прекрасную ночь Аль-Исра пропутешествовать из мечети Аль-Харам, мечеть Аль-Акса. И Аллах говорит: это мечеть, вокруг которой я создал баракат, благословение, благо. Внутри нее тем более. И сказано, что показать пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, из моих великих знамений. И сказано, что это благо и баракат для всех верующих всех времен. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в хадисе имама Аль-Байхакия и других, достовернейшее изречение от Абдулла ибн Умара, сказано: «Ла тушадду рихалу илля иля талати масаджид». Сказано, что не путешествуйте и не делайте зиярат в другие мечети, кроме как 3. Тут имеется в виду, вознаграждение увеличивается, если вы поедете в эти 3 мечети, а в другие мечети вознаграждение не увеличивается, то есть вознаграждение будет одинаковым. Но именно эти 3 мечети особенные, и если вы хотите пропутешествовать для зиярата, для того, чтобы посетить мечеть, то эти 3 пророк определил и сказал: Аль-Масджид Аль-Харам, это мечеть Аль-Харам в Мекке, Масджиди Хаза, вот моя мечеть, он сказал, будучи в Медине, и сказал Аль-Масджид Аль-Акса, и отдаленная мечеть, это мечеть Иерусалиме, это земля Палестины. Сегодня мы видим угнетение мусульман, особенно в Палестине, уничтожение сектора Газа, или, как говорят, Ардуль-Газа по-арабски. Это местность мусульман была, есть и будет. Никто не сможет ее забрать, никто не сможет ее именно по исламскому праву, по шариату взять во владение, так как это Всевышним отдано и дано знать, что это местность, в которой были очень многие пророки. Как пророк Муса, алейхиссалам, Ибрахим, алейхиссалам, Сулейман, Дауд. Там очень многие пророки были, и сказано, что это величайшее место, как упомянуто в Коране и в сунне пророка, алейхиссалату вассалам, в котором пророк выполнил намаз джамаатом со 124 тысячами пророков, от Адама до Мухаммада. Все пророки были там собраны для джамаата с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалам. Эта мечеть сегодня она в таком состоянии. Почему? Потому что мусульмане ослабли. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, об этом говорил. И сегодня именно сатанизм, сионизм, это группа из иудеев. Мы не будем говорить евреи, потому что евреи это нация. Среди евреев, Бану Исраиль, были и пророки, алейхиссалам. Это определенные группы среди иудеев, сатанисты, это последователи
Даджаля, последователи Иблиса, ла'натуллахи алейхима ва аля кулли шайтанин. Это именно последователи сатанизма. Их цель – это построить, как они говорят, третий храм. Почему третий? Потому что первый был уничтожен одним из христианских правителей, второй был уничтожен у них римлянами. Сегодня там стоит стена плача, они становятся перед стеной и, качая головой, плачут. Это останки от этого так называемого их храма второго. Теперь они говорят, мы заберем землю Палестины, Иерусалим и построим свой третий храм. Вот их цель. Для того, чтобы дожидаться Даджаля. И они поставили цель это сделать именно в 2024 году. И сегодня удивительно то, что наблюдая и видя страшные последствия того, что они начали, весь мир не объявляет их терроризмом, весь мир не объявляет их человеконенавистническими группами, никто их не объявляет угнетателями. Есть страны, на удивление, которые их поддерживают. Но, понятное дело, это именно те, которые куплены, продались или их боятся. Другого там не может быть. Потому что сегодня страшные массивные бомбардировки, уничтожение мусульман, детей, женщин, стариков и мужчин. В принципе, мусульман сегодня мы наблюдаем, мы это все видим. Сегодня это называют они как освободительная операция и тому подобное. Валь-аязу биллах. Сегодня задумайтесь о мусульмане. Пророк, алейхиссалату вассалам, уравнил аль-Масджид аль-Акса с мечетью Ан-Набави и мечетью Харам. Что значит уравнил? Эти три святыни известны. Если бы сегодня бы напали бы на мечеть в Мекке Аль-Харам или в Медине, мы были бы равнодушны. Если бы сегодня, опять же, эта террористическая группировка Израиля захотели бы захватить Мекку, Медину, войной зашли бы туда, убивали мусульман, что бы мы делали? Мы были бы равнодушны или мы с болью в сердце что-то делали бы, какие-то предпринимали действия? То же самое, эта мечеть, она наша мечеть. Также такая же святыня, как Масджид аль-Харам, также Аль-Масджид аль-Набави, Аль-Масджид аль-Акса, такая же святыня, третья из трех великих святынь мусульман. То если мы сегодня будем равнодушны к этому, и там только не вопрос лишь в мечети, там вопрос не только в этой святыне, там вопрос жизни мусульман, которые там находятся. Они хотят их стереть с земли, выгнать оттуда и начать строительство своего так называемого храма для того, чтобы ждать потом в дальнейшем уже тех, кого они ждут, и по повелению того, кто во главе, это Иблис, ла'натуллахи алейхи. Дорогие мусульмане, сегодня нас призывает наш муфти Салах Хаджи просыпаться в 3 ночи, давать садака, читать салават, читать Коран, делать все возможное, что мы можем делать, и делать дуа. Пророк, алейхиссалату вассалам, что говорит? Ад-дуа силахуль му'мин. Воистину дуа – это оружие мусульман. Это оружие мусульман. Просто так оставлять дуа в стороне нельзя. Нужно обязательно нам делать дуа и идти вперед для получения блага, для защиты мусульман. Мы должны делать всевозможные действия для того, чтобы мы были из тех, которые распространяют добро, делают дуа и какой-то вклад делаем. Если нам суждено и нас получится сделать какие-то другие действия, а сегодня, что скажут главы, мы ждем, мы готовы принять участие в любых действиях, что от нас следует, инша Аллаху Та'аля. Так как сегодняшняя там ситуация, нет сомнения, что это тот, кто умер на этом пути, этот человек умирает на пути Аллаха, на пути пророка, алейхиссалату вассалам, и становится шахидом. А сегодня мусульмане, многие ждут, когда же наконец-то сегодня восторжествует справедливость на земле. Пусть Аллах дарует нам быть из тех, которые похожи на таких великих людей, как Умар ибн аль-Хаттаб, который взял Иерусалим в свое время и передал мусульманам, а также Салах-ад-Дин аль-Аюби. И буквально несколько десятков лет, если точнее, это 47-8 года, сегодня Израиль объявил себя государством на земле мусульман, и сегодня таким образом вытесняет мусульман оттуда, валь-аязу биллах. Пусть Аллах дарует истинным верующим победу, пусть Аллах дарует этим ни в чем не повинным людям, мусульманам,
мужчинам, женщинам, детям, старикам выход из этого тяжелого положения, крепкого имана мы им желаем, терпения, а тем, которые противостоят истине, пусть Аллах их наставит, если не наставит, унизит их и уничтожит. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.